Дорогие мои, доброе утро. Эдик Хашин. У нас ну, не очень раннее, уже около 8 часов. Вот. Выпустила немножко уток, потому что хоть чуть-чуть травку пусть поедят, а то у меня в огороде уже давным-давно ничего нет. Никакой травки. Не знаю, видите ли вы по периметру горы. Сейчас уже не очень видно. Утром так хорошо было видно, но, к сожалению, у меня не было зарядки на телефоне, и я не смогла снять. И, к сожалению, не умею приближать. Надо, чтобы Ибрашка научил меня это делать. Вот, жалко, что вы это всего не видите. У нас вот далеко-далеко по периметру эти горы полностью. Вот даже вот глаза уже не ловят конец гор. Короче, опоясывают нас горы. И это такая красота. Очень красиво. Не знаю, ну как-нибудь. Просто мне стало жалко будить Ибрашку, чтобы он снял. Да и телефон. В телефоне моем не было зарядки. Но горы очень красивые. Особенно вот рано утром были очень красивые. Сейчас туман поднимается, и уже не так видно. Вот рано, когда я встала, около 7 часов, ну, встала-то я намного раньше, но около 7, когда я вышла, они прям так четко были видны. Так, все, поели немного травки, и уже домой захотелось. Полетели. Так, уток у меня осталось уже мало, 8 штук только, по-моему. Ну, гусей уже за 30 даже. Так, ну пойду я. Займусь уже дальше. Надо делать сыр, надо заниматься делами. И, мои дорогие, привезли мне кукурузу еще вчера вечером. Вот сегодня немножечко разложила, потому что кукуруза еще влажная. И она у меня пропарится, если я в мешки положу. Это тут тонна. Не знаю, мне еще не сказали, сколько за нее надо платить. Но привезли, я заказала. Ну, с меня берут по минималке, по-любому. Намного дешевле, чем у людей. Так, вот. Но кукурузы мне, наверное, надо будет еще тонну купить, потому что пшеницу мою и ячмень утки только так сожрали, так что мне не хватит. Пшеница у меня есть, тонна точно есть, не затронутая, и вот тонна кукурузы получается. Но у меня 3 скотины должны зимовать, некоторые гуси придется в некоторых, но немного я оставлю, и куры. Да и по весне уже опять, наверное, конечно, буду покупать, выводить, как получится, цыплят, гусей, уток. Но уток, ну, буквально штук 10, наверное, куплю, просто так, для разнообразия. А так больше нет. Такое количество покупать не буду. Пришла посмотреть, закончилась ли у них кукуруза. Вот, понемножечку нет. Пшеницу подсыпала, едят. Не привыкли к кукурузе. Первый раз сегодня им насыпала, не едят. Ну, наверное, надо будет ее перемолоть, скорее всего. Хотя я кукурузу много им не буду давать. Так, это не вся птица. Птица у меня еще там на улице. Утром немножко попасла их, хотя сейчас уже вечереет, друзья. Но я решила посадить немножко лук, пока вот освободилась от своих домашних дел. Ничего сегодня больше не снимала. И вот зашла в огород, решила вам. У меня был такой вопрос, ну, сколько у вас чего и сколько у вас живности в хозяйстве. Друзья, я вам не смогу сказать, сколько у меня кур. Оно не кур у меня всего 5 штук и петух. Это уже которые повзрослели, им 6 месяцев. А вот цыплята подросточки, я их точно не знаю. Сколько вот, не считала, если честно, последнее время. Не могу сказать. Но у меня на днях я должна буду им отрезать крылья, обрезать. И в загон их отправлять, чтобы они не ходили, не гуляли везде. Потому что уже утки, гуси, ну, гуси еще нет, но уток почти всех я уже зарубила. Осталось вот 11 уточек. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 11 вот этих вот кряк осталось. И 2 индоутки. Но индоуток Ибрашка все-таки у меня отстоял. Их резать не буду. А гусей больше 30 штук, друзья. По-моему, 33 штуки или 34. Точно тоже не помню.
Вот, ну, кто мне задавал вопрос, я им не ответила там в комментариях, потому что писать очень долго, вы меня извините, во-первых. Во-вторых, у меня сломался мой телефон, я его несколько раз со штатива роняла, и у меня где вот буквы, с этой стороны, с одного угла большое черное пятно появилось, так что изображение не видно, буквы не видны. Я печатаю очень сложно, отвечаю на ваши вопросы. И поэтому, чтобы так не писать, я вам отвечаю так, какое у меня хозяйство. У меня одна корова, ну это кто, наверное, вот спрашивал, новенький кто-то, друзья. Одна корова, 1,5 года одному бычку, и вот 6, нет, не 6 даже, ну, где-то 5-6 месяцев, да, получается. Еще маленький бычок. Ну, сегодня не буду снимать, туда заходить не буду. Так, гуси еще на улице, не все зашли. Вот идут потихонечку. Но гуси, я вижу, сильно линяют, их пока резать не вариант. Не буду пока их резать. Ну, потерплю немножечко, еще чуть-чуть. А эти 11 я, наверное, скоро зарежу, на днях. Так, а теперь пойду посажу лучок. Попросила Ибрашку купить лук, чтобы он поехал, купил мне лук. К сожалению, купил он очень маленький. Сейчас я вам его покажу. Просто на перу такой маленький. Этот еще не так маленький. Ну, такой еще красненький купил. Сейчас я вам покажу. Привез совсем малюсенький, прямо вот как, я не знаю, как семечки, наверное. Но я его сейчас не вынесла. Сейчас вот такой красненький и желтенький. Ну, вот эти две баночки я посажу сейчас. А тут мелкий пока не хочу сажать. Он, мне кажется, на перо и не годится, но чуть попозже. Посажу еще, наверное, успею. Во-первых, у меня очень мало тут мягкой земли. Как видите, везде у меня огромные глыбы. А там кусок у меня остался, который... Ну, после того, как я посадила чеснок, немножечко остался кусочек мягкой земли, где я ее разровняла. Вот там посажу, сколько смогу. Вот этот лучок. Ну, а тут не вариант, если бы дожди были бы, еще можно было бы что-то сделать, но дождей нет. Как видите, у нас жарко. К вечеру, правда, бывает уже холодно. Ночи холодные, вечера холодные. И утром рано холодно. Ну, а днем градусов 25-23 и жарко. Так, вот, я пришла к участку, где я посадила чеснок. Видите? Тут у меня моська мой пачкается. Моська, что ты делаешь? Чего ты валяешься? Так, просила Ибрашку сделать мне редки. Сейчас я вам покажу. Ну, кто не знает, друзья, Ибрашка — это мой сын, младшенький. Вот, сделал он бороздки. Правда, слишком большое расстояние оставил между мной. Ничего, ладно уж. Вот сейчас посажу, сколько сюда поместится. Посажу этот лучок. Ну, а если вдруг и... Скорее всего, вы знаете, что вот сейчас пришла и посмотрела, и вот вижу, вот последний, что будет тень от меня, вот по этому месту, вот немножечко, наверное, смогу еще разровнять, вот глыбы большие уберу, может быть, даже поставлю вертушку, чтобы намочить, скорее всего, так и сделаю. Все-таки этот мелкий тоже посажу, раз куплен он. Наверное, будет там очень мелкий, но мне просто, я его посылала, если честно, за луком побольше. Мне просто на перо рано весной, просто на перо нужен лук, не на головку. Вот этот мелкий будет на головку стопудово, мне кажется. Точно не знаю, конечно. Вот так, друзья, сейчас я посажу, снимать мне некогда, штатив я не вынесла, как сажаю. Ну, я понатыкаю, вам потом покажу. Хотя, наверное, все и знают, что и как. Просто вы мне пишете, снимаешь, что ты делаешь. Мне одна моя подписчица написала, к сожалению, я не помню имени. Друзья, просто после операции у меня жутко, ну, проблемы с памятью, если честно, я не помню. А вы мне пишете очень многие, большое вам спасибо, конечно. Извините, что болтаю, ничего такого интересного, конечно, не показываю, но мне подписчица написала, вот ставь камеру, ставь телефон
и снимай все, что ты делаешь, нам интересно. И вот поэтому я вот пришла в огород, но штатив не принесла. Сейчас понатыкаю чесночок, чесночок, лучок, и потом вам покажу. И походу что-то еще, может быть, к вечеру поснимаю. Сегодня ничего не снимала. У меня такой был, знаете, день уборки, как бы сказать. Что-то я не знаю, девочки, показывать, как я мою там полы, как я что делаю, мне как-то неловко. Я не молодая девочка, чтобы это вам показывать как-то. Не знаю. Мне кажется, мне не стоит этого показывать. Ладно, молоденькие показывают. У меня что-то, не знаю, не лежит душа показывать, как я убираюсь. У меня там есть 1-2 ролика, но просто не хочется. Вот. Холодильник мне надо почистить, друзья, очень. И холодильник, и морозильник. Скорее всего, наверное, может быть завтра, а может быть и нет. Мне сегодня сказали, что у меня есть заказ на 20 банок фаршированного перца на зиму. Литровые баночки, 20 баночек надо закатать, но я не знаю, я не была давно на рынке. Как вы знаете, я практически не выезжаю, не выхожу из дома. И не знаю цены на помидоры, на все это. Если помидоры не подорожали, конечно, я им сделаю. Но если помидоры подорожали, я их делать не буду. Вот завтра рано поеду на ранний рынок наш, посмотрю, по какой цене помидоры. И буду, наверное, снова закатывать эти помидоры. И мне еще нужно купить зеленых помидор чуть-чуть. У меня, правда, есть прошлогодние 2-3 банки, но мы их едим. Я люблю зеленые помидоры в банках. И мама их очень любит. А так мальчишки не очень-то обожают. И хочу немножечко, тоже мама любит, из зеленых помидоров салатик такой. Тоже, наверное, немножко сделаю, много не буду делать. Что мне еще? Мне нужна еще абхазская аджика. Тоже хочу себе сделать. Я ее делаю каждый год. Она, едят ее в моем доме только ем одна я. Но в основном я намазываю эту аджику и на мясо, и на курицу, которую запекаю. Мне нравится, например, этот вкус, да и им нравится. Но вот просто так с чем-то есть не нравится. А я эту абхазскую аджику, девочки, мальчики, знаете, как люблю, с холодным мясом. Вот вареное мясо, когда горячее с галушками мы едим, оно же по-любому остается. Вот нарезаю его прям вот на такие пласты. Чуть-чуть намазываю эту абхазскую аджику и просто за милую душу ем. Вот так мне нравится. Но я не знаю, опять, знаете, называть блюдо, вот я боюсь, потому что когда я приготовила лагман, мне было много написано комментариев, что это не лагман. Я знаю, я и тогда сказала, пусть меня извинят и уйгуры, и узбеки, которые готовят лагман. Это, конечно, далеко не их, не лагман, но у нас так он практикуется. В принципе, везде в кафешках, везде. Вот такой лагман, как я его предложила. Даже делают его со спагетти. Я-то хоть еще с домашней лапшой сделала. Я не претендую, что это именно блюда, именно такие. Просто я даже эту же абхазскую аджику, я не знаю, может, ее делают по-другому люди. Но я вычитала в интернете этот рецепт еще лет 5 тому назад. И каждый год в течение этих 5 лет делаю себе эту абхазскую аджику. И поэтому я уже даже боюсь называть какое-то блюдо или что-то, что я делаю, как-то такими вот именами. Абхазская аджика, я не знаю, она такая или нет. Просто когда я захожу там на разные каналы, мне нравится что-то как-то готовится. То, что мне там приемлемо, делаю. Если мне оно нравится, то нравится. Я уже кому-то рекомендую и что-то. Вот все рецепты, которые я показываю и вам, и которые советую там моим знакомым, только те, которые я проверила, приготовила, если они вкусные. Например, у меня очень много рецептов в тетрадке, которые, я переписывала это раньше еще когда-то, из книг переписывала, из того же, например, телефона, когда у меня у самой был только фонарик. У кого более продвинутые тогда были, у них сидела, у пацанов своих тоже. Мам, ты постоянно эти рецепты свои пишешь. И все это перепробовала. Вы знаете, сколько у меня там этих рецептов, но они не все годятся, потому что они, по моему вкусу, они невкусные. И я их уже не готовлю. Но они записаны, стоят так. Поэтому то, что я рекомендую, то, что я показываю, то, что я готовлю, это все то, что я сама для себя готовлю, и мне нравится. Может быть, другим как-то и другие рецепты бы нравились, но мне они не нравятся, я поэтому не предлагаю. Так,
получилось длинновато, да? Ну, как-то так, друзья. Я все к чему? Я вот сейчас с вами болтаю, показываю, как сажаю лучок. Мне одна моя подписчица сказала, что вот я включаю телефон, мне интересно вас смотреть. Пожалуйста, включайте телефон и снимайте то, что делаете. Вот разговаривайте и снимайте, нам с вами интересно. Ну, вот как-то меня немножко она сподвигнула на то, что вот я сейчас с вами разговариваю и снимаю, хотя не себя, а показываю, как я сажаю лучок. Ну, вот так вот. Сейчас покажу вам, вот как посадила. Вот видите? Уже два ряда посадила, пока с вами разговаривала. Вот так вот. Ну, посмотрим, что из этого будет. Вот как-то так, друзья. Сейчас уже я быстренько посажу, потому что уже вечереет. Надо будет корову подоить и остальные свои дела сделать. И, по-моему, у меня еще молочко накоплено. Надо будет просепарировать молоко. Давно ко мне не выходила на связь женщина, которая заказывала масло в Турцию. Не знаю, ей еще оно нужно или нет, но я еще не подкопила сметану. Потому что корова одна. Уже ближе к осени молока, как вы все знаете. Но кто держит коров, что к осени уже молока мало. Ой, и вот сейчас посмотрю, сегодня еще просепарирую, посмотрю, сколько там у меня сметаны. У меня еще стоит та, которую два раза просепарировала, но понемножку стоит. Но мы едим сметану очень, особенно сынок мой Еврашка все время подсажен просто чисто на этой сметане. Завтрак, лишь бы ему была сметана и чуть творожок, он больше даже не просит ничего готовить. Так, ладненько, давайте, это заболтала я вас всех. Включусь попозже. Вот, прибежали мои курочки ко мне. Вот. Это старшенькие, оказывается, их 6. Видите, 4 вот этих серых. Это доминанты. Вот это вот голошейка и вот этот черненький. Это черненькая курочка. И вот такой у нас петух. Петуха придется все-таки заколоть, потому что он дерется. И брашку в покое не оставляет. И да и ко мне тоже уже. У меня там есть еще много петушков подрастающих. Из них кого-то выберу. Это просто старшие, друзья. Вот 6 курочек и 1 петух. Но у меня есть вот такие вот. Как-то так. Если я начну туда снимать, то не видно. Ну вот подросточки. Им еще только вот, знаете, сколько? Ну, месяца 4, наверное. 5-й месяц, не больше. Они молодки, еще молодые. А эти вот несутся. 5 штук несутся, но скорее всего, мне так кажется, потому что один день бывает 3 яйца, а в один день бывает 2 яйца. Я точно не знаю, которые из них несутся. Вот так вот, молодец ты мой Петечка. Вот такие у меня. Ну, я это к тому говорю, что меня спрашивали, сколько чего у вас в хозяйстве. А вот посчитать вот этих вот цыплят, сколько подрастающих, я не знаю. Но было их чуть больше 30, наверное, когда я их покупала цыплятами. Но нет, они у меня... так, ну, не терялись, а подохли, скорее всего. А вот потерялись или нет, я не знаю. Они у меня вот как-то сами себе заходят, сами утром выходят. Я их не закрываю, потому что они у меня сидят в сарае. Там у меня дверь сломана, не закрыта. Так, все, девочки, я посадила весь лук. Ой, мамочки. Вот, все. Как раз, как будто бы, вы знаете, вот прямо вот притык. Все поместилось, ничего не осталось, ни одной луковицы. Так, 1, 2, 3, 4 ряда получилось сиреневого. Ну, как раз 4 этого, 4 этого. 4 желтого лука и 4 вот этого сиреневого. 8 рядочков. Ну, на весну, на раннюю весну хватит, а там уже весной пересажу. А тот меленький, наверное, я даже не буду заморачиваться. Я вам как-то его покажу. Он настолько мелкий, а его посажу, наверное, весной. Так, все, друзья, сейчас закрою. Присыплю землей и побежала. Дорогие мои, я хочу сегодня сделать нашу ингушскую, чеченскую, ну, войнахскую халву, как говорится. Мы ее называем ингушской, чеченцы чеченской, ну, нашу национальную халву, друзья. Вот, у меня 500 грамм топленого масла.
давно меня спросит игра, что его сделать, никак не успевала. Ну, сегодня решила сделать. Так, можно, конечно, и сливочного масла, но сливочное масло перед этим придется хорошенечко растопить и убрать все, что там у него получится. Нужно сделать топленое масло по-любому. Так, масло нужно хорошенечко накалить. А для, ну, вот для такой халвы, ну, на такое количество, сколько я сегодня приготовлю, нужно пол-литра топленого масла, полкилограмма сахара. Ну, у меня тут 750 грамм муки, а там посмотрим, сколько пойдет. Я вам потом ссылки в описании напишу. Вот. Так, друзья, значит, муку я посадила, как вы видели. С хозяйством справилась. Корову подоила. И теперь буду делать эту халву. И немножечко с вами еще поболтаю. Ну, у меня тут поступают вопросы насчет наших свадеб, наших застолий. Ну, и нормальные, и немножко так. Ну, ничего, все нормально, короче говоря. Некоторые просто не понимают наши обычаи, наши адаты. Ну, есть такие вопросы, друзья, вот, например, спрашивают, видят, ну, столы у нас видят, что мы сразу накрываем на стол обычно с вечера и торты, и все такое, и не подтекают ли, не портятся ли торты. Вы знаете, друзья, в жаркую погоду, конечно, торты не ставятся, а только когда уже вот более-менее прохладно, и они уже ставятся, по идее, уже где-то на рассвете, потому что практически, когда идет свадьба, мы не ложимся в 2-3 часа, или иной раз в 4 часа утра только ложимся, пока все накроем, пока все сделаем, потому что гости приходят рано и уже не успеют накрыть все эти столы. К 9-10 часам столы должны быть накрыты, и мы не успеваем. И есть еще один вопрос, друзья, почему ставятся, ну, полностью столы заставлены, почему вот, вопрос такой, то почему вот мясное сначала не ставится, потом сладкое, чтобы ставили. Дело в том, что просто люди не будут успевать это накрывать, снимать, убирать. Во-первых, не будут успевать, во-вторых, не будет столько места, потому что гостей много. И поэтому приходится все вместе ставить. Но иногда бывает, что кое-что приходится снимать, если там горячее подавать. Но в основном все равно оставляют место, чтобы и горячее было нормально, было место для этого. Поэтому так особо и не заморачиваются, по идее. Ну, если очень уж там не хватает места, то или тортик, или вазу с фруктами просто снимают. Так, щепоточку соли мы чуть-чуть добавим, масло. Так, оно еще не накалилось. Так что, ну, вот так вот, друзья, у нас проходят наши свадьбы, как говорится, наши застолья. Ничего такого, ну, может быть, это со стороны я сюда переставлю, чтобы было легче. Со стороны, может быть, это как-то кажется дико и странно, и неудобно, но нам это привычно, нам это не мешает. И успеваем и накрыть, и поставить, и все. Это в порядке вещей у нас. Так, смотрю, вот все, масло хорошенечко разогрелось. И будет теперь засыпать. Так, нужно осторожно, чтобы оно не перелилось. Пока немножечко убавлю, пока не буду добавлять муку. Надо тщательно мешать. Я делаю это в сковороде. Ну, обычно у нас, где вот готовят эту халву, ее делают в больших таких вот тазах, алюминиевых, или в чугунке, в чугунном. Эта сковорода у меня тоже чугунная, и в ней она невысокая, с невысокими бортами, в ней удобно мешать, поэтому я делаю в ней, друзья. И потихонечку вот так вот подсыпаем нашу муку. Есть еще вопросы насчет того, что
видится ли сноха со свекром, конечно, видится. Единственное, сноха никогда не садится за стол со свекром. Никогда, друзья, за стол, не то что за стол, сноха даже не садится, при свекре даже не садится никогда. Не то, что там поесть, а вообще не садится. Ну, у нас такой обычай. Может быть, опять я повторюсь, для вас это, конечно, дико, но это так. Друзья. Ну, и сейчас уже нет, конечно, но некоторые обычаи у нас тоже упростили. Раньше и детей своих на руки мы, ну, вот даже в наши времена, а тем более еще в ранние времена, и детей на руки сноха не брала, когда есть свекор в комнате, когда он видит, что ты взяла своего ребенка на руки. Ну вот, ну, сейчас, конечно, уже нет. Ну, есть некоторые, в некоторых местах, конечно, не берут, и сейчас, но, тем не менее, уже более упростили именно вот это вот. Так что, не знаю, я как-то вот объясняю, бывает непонятно, а потом думаю, блин, люди же не знали, что это, поэтому спрашивают меня, что да как. Так, все, видите, вся мука ушла, все 750 грамм. И теперь надо вот до готовности ее мешать. Быстро-быстро мешать, чтобы она не подгорела, халва наша. Друзья, вот на похоронах, на свадьбах обычно уже не делаются, но на маулиде, на зикры делаются. И когда уже в большом количестве делать, то, конечно, очень сложно делать эту халву. Мешать трудно. Одна держит тазик, вторая мешает. А дома просто вот на такой сковороде или в маленьком чугунной кастрюльке ее не очень-то сложно делать. И вот так вот, пока она у нас не приобретет такой красивый золотистый цвет, надо ее часто-часто мешать, чтобы она не подгорела. На любителя добавляется изюм. Я, правда, очень люблю, когда добавляю изюм, но у меня и брашка не есть с изюмом, так что я сегодня не буду добавлять изюм, буду делать так. Все мои мальчики любят халву, ну, мы всей семьей любим эту халву, по идее, все наши люди любят, короче, эту халву. Старший сын у меня очень любит кукурузную, но я никогда не делала. Надо будет как-то научиться и делать. А то уже скоро и помирать пора, а кукурузную халву делать не умею. Так. Пахнет вкусненько. У меня масло свежее такое, топленое с приятным запахом. Я ее не готовлю, потому что сама тогда много ем, друзья. Очень много я ее ем, не могу остановиться. Как видите, веса во мне слишком много лишнего. Лучше такую халву не есть. Много. Но она очень сытная. Особенно вот буразу ее хорошо есть. Раньше-то эту халву, всю еду, которую мы же горный народ, как говорится, жили в горах. Спустились очень поздно, с гор жить стали души. И людям же нужна была энергия, были силы, нужны были. Поэтому, когда они куда-то уходили, у них вот была такая халва, кукурузный этот чурек, сыскал, кукурузный хлеб. Все, что вот не дает быстро проголодаться. Мясо сушили. Ну, вот такие вот вещи. Я, конечно, небольшой знаток всего этого, но немножечко знаю. Так, еще, друзья, у меня был вопрос такой, почему нет, причем не один вопрос, не один человек спрашивает, а спрашивают многие, почему на свадьбах нет, ну, где жених на свадьбе? У нас на свадьбах не бывает жениха, друзья, ну, не на своей свадьбе, ну, не у свадьбы у девушки, жених не присутствует. Вот, девочки, халва моя уже все дожарилась. Видите, какого она золотистого цвета. Я газ выключаю. Так, халву я делала, имейте в виду, на медленном огне. Так, дверь закрою, а то шумно. Я
просто надолго отключалась, потому что она готовится очень долго, друзья. Вот надо ее мешать постоянно на медленном огне, чтобы она вот такого золотистого цвета получилась. И поэтому я отключалась надолго. Так, сейчас я дальше скажу, что мне надо вам будет сделать. Так, и вот сюда, я сразу сюда добавлю 500 грамм сахара. Перемешаю, пока горячее. Вот я чуть-чуть, чуть-чуть добавила еще, ну вот 750 грамм у меня было, ну, наверное, грамм 50, так, примерно. Потому что показалось, что мало, масла было больше. Так что вот на это количество масла мне понадобилось 800 грамм масла. Ну, я ссылку в описании оставлю, не знаю, кто будет готовить. А так, по идее, просто ничего такого сложного, просто долго надо мешать. Ну и если на медленном огне, то не обязательно прям вот постоянно размешивать. Я вот немножечко оставлю, а потом мешаю. Ну, минутку, например. Цвет, видите, какой прям красивый, не бледный. Так, ну и все, я тщательно перемешала сахар. Теперь я переложу сюда в блюдо. Конечно, нужно быть очень осторожным, потому что халва горячая, сковорода горячая. Она долго не остывает. Надо купить прихватки. И теперь по блюду нужно его разровнять, пока горячий. Чтобы сделать из него вот кубики, квадратики. А вообще, сейчас я покажу, пока не разровняла, еще как мы делаем, чтобы давать садаку. Вот когда умирает кто-то или уже по четвергам дают вместе с лепешками или вместе с хлебом, вместе с батоном. Я вообще эту халву люблю, знаете, с чем, друзья? Обычный наш батон, который в магазине продается, вот с этим батоном. Очень вкусно получается халва. Ну, вкусно бывает. Так, давайте сейчас я скручу вам, покажу вам, как мы это делаем. Халва горячая. Очень горячая, конечно. Я попробую это вам показать. Так, маленькая получилась. Ой, какая горячая была. И вот, я выключила, пока звучал азан. Халва очень горячая, конечно. Ой. Вот такие вот, типа пирожков, мы даем саваин. Садаку, короче говоря, друзья. Сейчас я посмотрю, видно ли вам не видно. Так, вот. Теперь, наверное, будет видно.
Вот такой вот. Вот такие вот с лепешками мы даем сары садаку. Ой, горячая плита. А вот такое вот, ну, оно, по-моему, у меня даже чуть-чуть и слишком пережарилось. Можно еще чуть-чуть светлее снять. Ну, в принципе, от того, что оно вот такого чуть-чуть темноватого цвета, оно, наоборот, хорошо пропеклось. Так. И все. И теперь вот сделаем небольшие узорчики. Немножко она подостынет. А потом нарезать можно на кусочки, на квадратики. Так, намочу ложку. А это можно и не делать, по идее. Вот так вот, друзья. Моя халва готова. Приглашаю вас в гости на халву с чаем, как говорится. Приходите. Да, у нас еще было, у меня еще было, друзья, один комментарий. А у вас можно приходить в гости без приглашения? Да, у нас, в принципе, вот только с появлением этих телефонов это все вот началось. Любой родственник может прийти без приглашения. И никто ему ничего не скажет. Так что встретят в любом, ну, по-любому встретят. И как вам сказать, кто бы ни пришел, встретят как такого почетного гостя. И обязательно вот накрывают на стол все самое лучшее, все, что у тебя есть. Стараются угостить любого, кто зашел. Если этот человек не очень так прямо спешит и убегает, вообще ничего не хочет, не садиться, не есть, то, конечно, уже так. А так, если человек пришел просто посидеть, если даже сосед пришел с тобой просто посидеть, поболтать, его обязательно угощают чаем, если сразу, то и, ну, не просто чаем, а чаем там с конфетами, со сладостями, с выпечкой. Могут приготовить кушать для него что-то. Если готовое, сразу накрыть. По идее, у нас очень гостеприимный народ на Кавказе, друзья. Все народы наши кавказские очень гостеприимные и любят гостей. По идее, наверное, и все люди тоже гостеприимны. Ну вот как-то так, друзья, на сегодня я закончу. Большое вам спасибо. Извините, если что не так, если я как-то не так выразилась, или если не так что-то сказала. Простите меня. Может быть, я как-то не так объяснила. Тоже извините меня. Если что, спрашивайте, я отвечу. Ну вот, что еще. И, друзья, подписывайтесь, пожалуйста. У меня очень много просмотров без подписок. Вам это не сложно, а меня вы очень сильно поддерживаете этим. Подпишитесь, если можно, поставьте лайки, комментируйте. Ну, не все хотят комментировать, это ничего не страшного. Но, по крайней мере, по возможности, пожалуйста, мои дорогие, кто зашел ко мне первый раз, кто не подписан, подпишитесь. Вам не сложно, как говорится, а мне во благо. Ну, вот как-то так. И вот на такие кусочки. Правда, еще просто она горячая, друзья, мне нормально, я не смогла его нарезать, надо, чтобы чуть-чуть подостыло. Но мне надо уже монтировать ролики, запускать, как говорится. Вот на такие вот квадратики мы его режем. Или ромбики. Халва получилась очень вкусная. Ну вот как-то так.